Сегодня в России отмечают 86-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было выброшено на парашютах десантное подразделение. Русская православная церковь чтит в этот день Илью Пророка. Десантники считают святого своим небесным покровителем. Сегодня ветераны и военнослужащие собрались в Парке Победы в Чебоксарах. Празднование Дня ВДВ началось с возложения цветов к монументу славы. В этом году у голубых беретов появилась и еще одна традиция. Какая, расскажет моя коллега Лидия Галактионова. Голубые береты заполнили всю площадку перед Дворцом культуры имени Хузангая. Десантники приехали из разных районов республики. Многие не виделись ровно год. Хочется, говорят, пообщаться, друзей вспомнить. Общее фото на память, и колонна направляется возложить цветы к монументу славы. Налево! Направо! Вот! Участники почтили памяти воинов-интернационалистов. Из 5500 чувашских солдат, воевавших в Афганистане, почти половина – десантники. Отдали дани тем, кто погиб в локальных конфликтах. Затем стали выстраиваться в колонну во главе со священнослужителями. В этом году мы решили сделать, по примеру Всероссийской организации «Союз десантников России», крестный ход в честь Ильи Пророка, покровителя воздушно-десантных войск. Традиция проводить крестный ход 2 августа возродилась в Москве несколько лет назад. Чувашские же десантники впервые идут с хоругвями. Это непривычное шествие с песнями и оркестром, поэтому соответствующие наставления. Они сами нам зададут тон, священники, там будут молитвы, будут идти, там еще. То есть это крестный ход, это немножко другое, чем просто шествие. Поэтому я прошу, чтобы все соблюдали дисциплину. Возле храма Иоанна Воина десантников ждали представители духовенства. Передали им иконы и хоругви. Затем все вместе отправились в путь до церкви Воскресения Христова. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Колонна занимала одну полосу трассы, десантников приветствовали проходившие мимо люди и водители машин. Их встречал настоятель храма протоиерей Михаил Иванов. Он отслужил праздничный молебен. Слава тебе, Боже, слава тебе! Слава тебе, Боже, слава тебе! Крестным ходом прошли, подстали за Христом, под знамени креста Господним. И я верю, русский народ, русское воинство никогда никем не победимое. Совпадение даты Дня ВДВ и Дня памяти Илии Пророка сами десантники не считают случайным и убеждены, что традиция крестного хода приживется. Отец Антоний отслужил в десантных войсках, затем принял сан священника. Сегодня он здесь вместе с сынишкой Ильей. Илья Пророк, когда он жил, то был взят живым на небеса, на небесной колеснице, и поэтому десантники считают Илью Пророка своим заступником. Десантники стараются брать с собой детей, чтобы те видели и перенимали традиции правильного празднования. Дима Ананьев мечтал пройти крестным ходом, очень гордится отцом-десантником. Я тут, потому что я люблю заниматься дзюдо, хочу таким же быть сильным, как папа. Этот праздник заслужили, можно сказать. Отслужили 2 года. Ребята вот в Абхазии побывали. Праздничная программа обширна. Обязательный пункт – прыжки с парашютом в аэроклубе. А вот сторонников еще одной традиции, как выяснилось, мало. Это фонтанный москвичи купается, но не мы. Гип-гип! Ура! 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 Торжества продолжились на Красной площади, где к собравшимся обратился глава республики. Он подчеркнул, что воины в голубых беретах – элита вооруженных сил и гордость страны. Только самые сильные, самые мужественные, настоящие патриоты Российской Федерации могут служить в этих войсках. Слава десантникам России! Ура! 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 Никто кроме нас! Лидия Галактионова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.